Большое спасибо, господин Джахид. Вы очень хорошо использовали время. Сейчас на очереди из Болгарии у нас гость Маргарита Добрева. Она приехала из Софии. Она нам османские документы относительно черкесов. Вот ее доклад, пожалуйста. Aksamıma gelirse yani özür dilerim. Şimdi size sunacağım tepki kısadır. Yaptıklarımı kısaca özetledim. Bir taraftan zaman bakımından, bir taraftan çok ayrıntılar var. Şimdilik girmek istemiyorum. Birçok bilim adamı много ученых за депортацию черкесов в периоде с 1888 по 1874 год провели различные исследования. И ныне есть возможность использовать материалы различных архивов, что отнимает много времени. При Национальной библиотеке Болгарии есть инвентарь, фонд инвентаря. Мы изучали более 2000 страниц касательно черкесов и выражаю благодарность сотрудникам за оказанную помощь. В этих материалах указано данные о расположении черкесских деревень, снабжении землей. Красным цветом я указал округ Лун. В документе было сказано, что черкесы были отправлены в Видинский округ. 11 июня примерно 9000 человек привезено из города Видин, и затем ожидали еще 10 000 человек. Некоторые из них поселены в Белградчик, здесь именно, и в город Ниш, в округ Ниш были отправлены. В апреле 1964 году были выделены средства. Документы доказывают, что в марте и апреле еще приехали туда черкесы. И черкесы, поселившие в округ Лом, были отправлены в город, округ Перковче. То есть они отправлены в различные направления. Некоторые из были отправлены в ближайшие деревни. И в начале декабря вот здесь находится город Лом, деревня Вольнянче, Чурилова и Дряновче поселена черкесы. В периоде с 1865 по 75 годов были созданы черкесские деревни, и внутренняя миграция была между ними. Некоторые из семей поселились в другие деревни, например, при Севе семьи переселились в деревню Алипашва. Здесь флагами указал больше черкесских деревень Юсуф Изетдин, Нуретдин, деревня Нуретдин, Небашир недавно. Алипаша здесь находится. Дальше Девуколен, Эфесасис и Рачаки. Все эти нынешние деревни имеют болгарские названия. В некоторых местах используются и болгарские имена, и черкесские татарские имена. Названия деревень. Черкесы в деревне Фейсасис жили в деревне самостоятельно, а другие были из абхазских семей,
вместе с крымскими мусульманами вместе жили. Их расположение доказывает, что они не использованы с какой-либо военной целью. И по мере возможности были предоставлены семейные участки черкесским семьям. В марте и апреле в округе жили 436 семей. Число членов было от 2 до 4. Средняя семья была из 3 человек. В первые же времена поселения число черкесов уменьшалось. В деревне Нусрите жили 120 человек. В октябре их число сократилось до 3, а 17 из них погибли, и можно предполагать, что они могли бы поселиться в другие деревни. В сентябре в деревне Нусрите каждый черкес получал 600-400 граммов кукурузы. Детям давались 320 грамм зерна и здесь цифра о порции. Взрослые получали такие же порции. Это была полноценная порция для питания. А детям давали половину этих порций. Это повлияло на состояние детей без семей. В этих деревнях установили уменьшение семей. Также эти деревни получили доходы от несельскохозяйственной деятельности. В мае 1968 году были распределены земельные участки и крупный рогатый скот. В 1871 году 78 семей жили в деревне Невашир. Красным цветом я указал здесь на таблице. В период от 1875 года, что случилось с положением 26 семей, можем дать 3 вопроса. Наряду с высокой смертностью во время распределения земли черкесы могли бы переселиться в другие деревни для получения оттуда земель. Здесь имеются различные предположения. Говорили, что были розданы семенные участки черкесам, проживающим здесь. Но не знаем именно, какими критериями устанавливали площади семенных участков. Может быть, от плодородных земель давали меньше земли. Некоторые черкесы занимались некоторыми профессиями вне сельского хозяйства. В этих деревнях, прежде всего, как сельскохозяйственный продукт, выращивали пшеницу, ячмень, так далее, различные зерновые. 70 деревень находятся в этом районе. Некоторые выращивают только пшеницу, а некоторые выращивали все виды, 7 видов зерновых. Данное обстоятельство показывает, что черкесы уже приступили к сельскохозяйственной деятельности. Здесь мы на таблице видим, в каких деревнях что выращивали. Во всех деревнях выращивали ячмень, во всех деревнях выращивается ячмень, также кукуруза выращивается во всех деревнях. В 5 деревнях есть только
выращивается пшеница и так далее. И в 1875 году в Нусрете Черкеса, может быть, из-за отсутствия некоторых видов зерновых предпочли использовать другие виды зерновых. Средняя урожай черкесов была меньше, чем другие крестьяне. Османские власти дали им разрешение обмениваться своими сельскохозяйственными товарами. Важный момент исследования заключается в следующем. Я сделал исследование выращиваемой кукурузы, будет ли удовлетворять нужды этих людей и доходом от кукурузы, сколько здесь видели, что урожайность была разнообразие. Мы изучали доходы от зерновых в деревне Алепаша. Провели исследование по ценам. И если учтем, что в каждой семье 3 человека, османское государство предполагало, что в каждой семье 4 человека. Это была среднестатистическая цифра семьи. И эти данные использовались для черкесов. Дальше наблюдали увеличение демографической структуры, и дальше среднее число членов семьи достигло до 4. Вот и таблица семей, в которых есть 4 человека. В деревне Алепаша черкесы с точки зрения зерна, исходя из этого, можно было считать, что была одна богатая семья, и там жили еще 28 малообеспеченных семей. Семьи имели больше дохода, они могли бы помогать малообеспеченным лицам. Внутри деревни были и солидарность, и богатые помогали малообеспеченным семьям. Также много черкесов начали работать сторожем и получили возможность своим доходом приобрести соответствующее зерно для питания. Хочу отметить следующее. В округе Лом документы, обнаруженные там, не полностью разъясняют жизнь, но все-таки дают определенное впечатление о расположении деревень, о их демографических особенностях и их экономической деятельности. В первые времена были жертвы среди мигрантов, но потом они адаптировались к экономической деятельности данного региона. Выражаю вам благодарность за ваше внимание. Госпожа Маргарита Добрева, выражаем вам